Главным политическим событием 2016 года, несомненно, станут выборы в Государственную Думу России. День голосования назначен на 18 сентября. Какие изменения в выборной системе ожидают россиян? Какой политический расклад сложился перед проведением этого масштабного события, узнавала наш корреспондент Туяра Филиппова. Изначально выборы должны были пройти в декабре, но еще в прошлогоднюю весеннюю сессию депутаты одобрили их перенос на 3-е воскресенье сентября. В Госдуму теперь будем выбирать по новым правилам. Половину депутатов по партийным спискам, остальных по одномандатным округам. Такая смешанная система использовалась и ранее, до 2003 года. Главное отличие – это то, что мы будем избирать депутатов не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам. Таким образом, половина депутатов Государственной Думы, это 225 человек, это будут одномандатники. Что это означает? Это означает то, что каждый избиратель уже сможет в лицо знать своего кандидата. К выборам по партийным спискам без сбора подписей допущены 14 партий. Всего же в них могут принять участие более 70 партий. Они уже начали подготовку к выборам. Так, «Единая Россия» заявила, что все желающие побороться за места в парламенте должны будут пройти через обновленную процедуру внутрипартийного голосования «Праймерис». 22 мая по всей стране откроется порядка 20 тысяч участков для проведения предварительного партийного голосования. «Единая Россия» сделает ставки на новых лиц. Раньше мы этот предварительный отбор производили как бы корпоративно, внутри самой партии. Теперь этот отбор будет производить жители, населения Саха-Якутии. Это вот главное. Какие критерии? Я думаю, что главный критерий – это, безусловно, чтобы человек в этой жизни уже что-то достиг, или в образовании, если это молодой человек, или, конечно, в трудовой деятельности, чтобы он был действительно патриотом Саха-Якутии, и видел развитие республики через общее развитие Российской Федерации, укрепление суверенитета нашей страны, и ее экономики и социальной сферы. Я думаю, что вот именно в такой конкурентной борьбе этот человек должен будет победить. Состав участников кампании окончательно определит съезд партии в июне. Первая же часть съезда, на которой будет утвержден регламент предварительного голосования, запланирована на 6 февраля. Принять участие в выборах намерены и в Общероссийском народном фронте. Однако выдвигаться как самостоятельная политическая сила фронтовики не будут, ограничившись вхождением своих представителей в списки партии или участием по одномандатным округам. А в период подготовки пропагандистских усилий «Единая Россия» и ОНФ даже будут объединены. Планируют масштабные избирательные кампании и парламентские партии «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Списки их кандидатов также будут утверждаться на партийных съездах. Кроме того, в этом году без сбора подписей могут выдвинуть своих кандидатов еще 10 партий. Как и «Единая Россия», праймерис намерена провести демократическая коалиция на базе РПР «Парнас». На коалицию с малыми партиями патриотического толка, не имеющими парламентской льготы, рассчитывает партия «Родина». А по мажоритарным округам на выборы депутатов в 2016 году могут идти самовыдвиженцы, не представляющие никаких партий. Поэтому эти депутаты теоретически могут изменить политическую конфигурацию парламента. Хотя, как считают некоторые эксперты, этой возможностью не преминут воспользоваться и партии. Естественно, политические партии будут стараться принимать максимальное участие в выборах по одномандатным округам. И вот с моей точки зрения, изменение законодательства может помочь «Единой России» снова взять парламентское большинство, что было бы, скорее всего, проблематично, если бы выборы остались по старой партийно-представительной системе в условиях достаточно тяжелой нынешней экономической ситуации. Применение системы одномандатных округов, несомненно, поможет появлению новых, может быть, даже политиков, выдвигающихся на основе беспартийной. Поэтому
конечно, будет, я думаю, существенное обновление депутатского корпуса. Кто-то считает, что наконец наметился тренд на обновление Госдумы, а кто-то в этом сомневается, предсказывая вновь увидеть после выборов законодательный принтер и сборище кнопконажимателей. Представители власти выразили уверенность, что избрание депутатов по одномандатным округам, по крайней мере, приведет к увеличению явки граждан на избирательные участки. В любом случае, кампания по выборам в Госдуму нового созыва уже началась и обещает быть интересной. Туяра Филиппова, Семен Афанасьев, НВК «Саха», день за днем.